Сложно себе представить, но уже год длится война на Украине. 365 дней кровавых событий и хаоса. Только по данным ООН погибло во время военных действий 5500 человек, 12 тысяч ранены, 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Целый год наша редакция следила за развитием событий на Украине. Многочисленные материалы и непрерывная связь с ополченцами из Осетии помогали точно понять картину происходящего. Ополченцы сыграли значимую роль в этом конфликте. Журналист, политолог и ополченец батальона «Восток» Алан Мамиев провел на юго-востоке Украины больше полугода. В батальоне «Восток» Востины, которые были в отряде «Юг», потерь, именно погибших не было. Раненые были разной степени тяжести, а вот именно погибших не было. Вот в Луганске там тоже такая остинская группа большая была. Вот у них были погибшие, к сожалению, ребята, были тяжело раненые. Еще хотелось бы сказать, что у нас есть как бы тяжело раненые ребята, потом проблемы с позвоночником, там уже непонятно, будут ходить, не будут. Такие тоже есть. Ну, это война, к сожалению, так это происходит. Но беда-то заключается в чем? В том, что мы являемся ополченцами, так, добровольцами, да, и всякие там, как сказать, государственные гарантии на нас не распространяются, в частности на раненых, как, например, на раненых военнослужащих, да, там, на реабилитацию, на лечение, на все остальное, на них вот не распространяется. Ну, я думаю, люди тоже знали, на что шли, в конце концов. Это как на любой войне, понимаете, люди вообще устали, конечно, от войны. Но вот жили себе люди мирной жизнью, и тут бах, им на голову такое свалилось. Они же не ждали этого. Они никогда не жили, наверное, в таком состоянии после 45-го года. И реальную ситуацию, стоишь в центре города, вот магазин, ну нет, центр города, там, улица Артема у них центральная. И там прилетает мина, женщина выходит с сумками там, с магазина, бабах, ее там на куски разорвало, ее там внутренности по дороге валяются. Мирный день, светит солнце. Там не знаешь, когда тебе что-то прилетит, потому что очень близко находилась артиллерия, они периодически обстреливали. То есть ты, выходя из дома, у тебя нет никаких гарантий, что назад вернешься. Казалось бы, Украина – это так далеко, однако Кавказ принял активное участие в событиях на Майдане. Из Северной Осетии неоднократно отправлялись колонны с гуманитарным грузом. Наша республика стала новым домом более чем для сотен беженцев. Война унесла жизни не только мирного населения и солдат, но и работников мировых СМИ. Только за прошлый год на украинском фронте погибло более десятка журналистов. 18 февраля. 1000 протестующих движутся маршем по направлению к зданию Верховной Рады Украины, осуществляя так называемое мирное наступление, которое вскоре перерастает в столкновение с полицией. К концу дня убиты по меньшей мере 25 человек, включая 10 полицейских. Пострадавших сотни, столкновения не стихают и ночью. Вячеслав Веремий, репортер газеты «Вести», жестоко избит дубинками и застрелен неизвестными. 19 февраля. Обстановка крайне напряженная. Дым от пожара в Доме профсоюзов накрывает Майдан густой черной пеленой. Протестующие все еще удерживают свои позиции. 20 февраля. Этот день вошел в историю как кровавый четверг. Больше жестокости Киев не видел со времен Второй мировой войны. Оппозиционеры нарушили перемирие и рано утром подняли антиправительственный мятеж. Только в тот день могли погибнуть до 100 человек. Игорь Костенко, 22-летний украинский журналист из газеты «Спорт-аналитик», студент, редактор украинской Википедии, убит на Евромайдане. К концу февраля демонстрации в Киеве достигли своей кульминации и окончательно переросли в кровопролитные сражения. Столица Украины больше не похожа на современный европейский город. Это поле боевых действий. В эпицентре событий на Майдане оказался наш земляк, на то время видеооператор телеканала Life News Ацамаз Кочиев. Мы были свидетелями расстрела около 50 человек, и пробыв там 40 минут, вышли в прямой эфир ровно 4 раза. Невероятная, жуткая, и задача журналиста это все осветить и показать. Было очень страшно, конечно. Каждый выстрел, мы понимали, что мы знаем, что, как звучит светошумовая граната, а теперь зазвучали совсем по-другому. Это были пули. В моей практике, я был в Южной Осетии, в Палестине, ну и на Украине, я больше смертей, чем на Украине, среди журналистов, не видел. 24 мая. Андреа Роккелли, итальянский фотокорреспондент, погиб при невыясненных обстоятельствах во время освещения блокады Славянска. Вместе с ним убит его переводчик Андрей Миронов. Роккелли и Миронов погибли во время минометного обстрела. 17 июня. Игорь Корнелюк, корреспондент ВГТРК, скончался в больнице от ран, полученных от минометного обстрела украинских вооруженных сил вблизи поселка Металлист под Луганском. Вместе с ним убит и его звукорежиссер Антон Волошин. Он скончался на месте.
29 июня Анатолий Клян, оператор Первого канала, получил ранение в живот в Донецкой области при обстреле автобуса. Скончался в больнице. 6 августа. Андрей Стенин, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня». Его машина попала под обстрел около Дмитровки, Донецкая область. Подводя предварительные, шаткие, как и сегодняшние перемирия, но все же итоги, справедливо можно отметить, что этот год для Украины можно назвать годом потерь. За 2014 год страна потеряла деньги, промышленность и энергетику. Народ потерял покой, независимость и тысячи людских жизней. Все уже сыты по горло двумя Майданами, которые состоялись, и народ побаивается того, что третий Майдан попросту разрушит Украину и не оставит камня на камне. Стоило ли ради европейского выбора ставить страну на грань дефолта и распада, приносить 1000 жертв во время гражданской войны? Сейчас, в годовщину победы Майдана, на этот вопрос пытаются ответить себе сотни тысяч украинцев. Но историю, увы, нельзя переписать. Фатима Дзываева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.